Коми стал одним из первых регионов страны, где состоялся свой географический диктант. Интерес к событию оказался выше, чем ожидалось. Только на площадке главного организатора Академии Госслужбы собралось 250 участников. Кроме того, жители региона могли проверить свои знания в режиме онлайн. Первый такой эксперимент, я надеюсь, успешный, и мы будем тиражировать это и дальше. А цели проведения такого диктанта, вы знаете, их много, этих целей. От банальной цели популяризации знаний и географии родного края до, не побоюсь сказать этого слова, я в этом уверен. Вы знаете, это некий, в том числе, вклад и в демографическую ситуацию, которая есть в Республике Коми. Почему? Потому что такие мероприятия вызывают определенный интерес среди населения, а интерес, соответственно, трансформируется в гордость и в любовь к краю и к месту, в котором мы живем. Это действительно так. И мы именно таким образом построили вопросы, чтобы это действительно вызвало интерес у всех, кто будет писать этот диктант. И еще раз повторюсь, и вызвало чувство гордости некой и любви к краю, к своему дому. В составлении заданий участвовали педагоги и ученые. Участники смогли узнать, например, что название красивейшей горы Урала Манараги имеет ненецкое происхождение и переводится как «медвежья лапа». Основу лесообразования в Коми составляет ель. Она занимает 56% площади лесов. А еще мы единственный регион России, где добывать бокситы можно открытым способом. И благодаря соединению Камы и Вычегды через Северо-Екатерининский канал в Вычегде появилась стерлядь. И, возможно, самый интересный факт – первое название города Сосногорска – Ижма. Правда, оно применялось лишь в первые 2 года. В том диктанте, который был в прошлом году, таких прямых вопросов про Республику Коми не было пока. Надеюсь, что и наша акция повлияет на то, что их будет все-таки больше. Потому что не так много регионов, таких как Республика Коми в России, хотя многие думают по-другому. А уровень знаний, который показали участники всероссийского диктанта, если посмотреть по результатам других, мы находимся далеко не на последнем месте, то есть мы в первой половине. Хотя, конечно, тоже, если внутри посмотреть, разница очень большая между, например, старшим поколением, молодым и так далее. Максимально можно набрать 100 баллов. Ответы на задания уже размещены на сайте Академии Госслужбы. Участники могут самостоятельно проверить, сколько правильных ответов дали. Официальные итоги по первому региональному географическому диктанту будут подведены в конце февраля.